Добрый день, дорогие коллеги! Мы надеемся, что сегодня к нам подключены муниципальное образование, которые уже подали проекты заявок на участие в конкурсе, который посвящен развитию общего образования Российской Федерации. И мы бы первоначально хотели, конечно же, понять, кто сегодня с нами на связи, кто вместе с нами работает, для того, чтобы получить информацию о тех участниках, с которыми мы будем в дальнейшем работать, которых мы будем в дальнейшем сопровождать. Коллеги, прежде чем начать семинар, мы просим вас, пожалуйста, напишите в чате, кто сегодня с нами на связи. Нам это очень важно. Мы даем 1 минуту для того, чтобы вы себя обозначили. Коллеги, мы просим подключиться муниципальное образование, общеобразовательные организации, которые сегодня с нами на связи. Коллеги, пожалуйста, напишите в чате, кто сегодня с нами на связи. Коллеги, для того, чтобы мы понимали, у всех ли установлена связь с нами. Никого не видим. Ну, они подключаются. Вот отзвонилась в процессе подключения. Наверное, можно начинать. Итак, добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Коми-Республиканский институт развития и образования начинает серию методических семинаров, которые посвящены подготовке концепции заявки на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия субсидий на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании. Уважаемые коллеги, нам очень важно сегодня с вами обсудить вопросы, которые касаются не только траектории формирования заявок, но и те вопросы, которые мы бы хотели вместе с вами определить как траекторию нашего с вами взаимодействия. В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми мы являемся операторами информационной поддержки общеобразовательных организаций Республики Коми. И в этой связи мы решили, что в рамках этого семинара мы еще раз внимание обратим на смысловые ориентиры, которые, надеюсь, вы уже осмыслили при подготовке проектов заявок, и также обсудим формы заявок на основе тех рекомендаций, которые мы получили из федерального центра. Внимание обратите, что, конечно, мы будем опираться на материалы вебинаров, которые были уже проведены Российской академией образования. На слайде вы видите основную ссылку, которая определяет всю, на самом деле, нашу работу с точки зрения использования той информации, которую определяет федеральный центр как основу формирования заявок. Основной сайт сопровождения данного конкурса обозначен на слайде. Это конкурс школ РФ. И именно этот сайт для нас является основой для концептуального выстраивания всех наших с вами взаимоотношений. Уважаемые коллеги, я хочу внимание обратить, что данный конкурс прежде всего связан с формированием инновационной сети образовательных организаций в каждом регионе.
Действительно, многие регионы Российской Федерации участвовали уже в данном конкурсном отборе на протяжении последних 5 лет. К большому сожалению, наши общеобразовательные организации никогда не входили в число победителей. Задача поставлена однозначно. Мы должны в этом году войти в число победителей данного конкурса. В этой связи нам бы хотелось вместе с вами не только сопровождать процесс формирования заявок, но и вместе осмыслить концепцию данного конкурса. Мы еще раз ваше внимание хотим обратить, что конкурс рассчитан не только на локализацию инновационной деятельности в рамках одной организации, а прежде всего на формирование инновационной сети и на демонстрацию инновационной деятельности на уровне конкретного региона, и в данном случае на уровне нашей республики. Итак, напоминаю вам, что тематика конкурса была объявлена в начале этого года. В этом году в тематику конкурса входит 5 направлений. И в рамках каждого направления будут формироваться заявки от конкретной общеобразовательной организации. В этом году только общеобразовательные организации имеют право участвовать в конкурсе. На последнем совещании в Министерстве образования и науки Российской Федерации были рассмотрены содержательные ориентиры по тематикам конкурса, которые заявлены в этом календарном году. Мы сейчас еще раз внимание обратим на те содержательные позиции, которые должны быть отражены в концепциях ваших проектов. Также на основе решения, которое было озвучено на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, наш институт является оператором не только информационной поддержки, но мы можем вместе с вами принимать участие в обсуждении концепции проектов, в обсуждении заявок, и мы, конечно, готовы вам оказать и организационную помощь в формировании каждой вашей заявки. В этой связи мы сейчас еще раз внимание обратим на концепцию каждого конкурса и также предоставляем информацию о тех экспертах нашего института, которые будут сопровождать каждое направление. Вы можете обращаться к нашим экспертам по тем контактам, которые вы видите на слайдах, и на любой вопрос. При необходимости мы можем выходить ежедневно в рамках скайп-вебинаров, каких-то очных встреч на связь для того, чтобы решить, я надеюсь, не проблемы, а решить задачи, которые стоят перед вами как организация, перед вашими инициативными рабочими группами. Итак, первая содержательная линия. Первая группа заявок у нас будет рассмотрена в рамках направления поддержка детского и юношеского чтения. Мы хотим внимание обратить, что федеральная позиция такова. Мы обязательно должны в этом году отразить такие направления деятельности, которые направлены прежде всего на повышение мотивации обучающихся к чтению, формированию навыков функционального чтения. Посредством чего? В заявке, а именно в концепции проекта, должна быть отражена организация внеурочной деятельности в рамках проекта, обязательно представлена система мероприятий с привлечением социальных партнеров через модель сетевого взаимодействия и важная направляющая позиция министерства, именно направляющая, что мы должны показать организацию межшкольных ассоциаций по поддержке детского и юношеского чтения. Коллеги, я внимание обращаю. То есть мы должны в этом году настроить свои коллективы, что мы показываем не столько свою работу,
сколько возможностей по созданию именно инновационных сетей образовательных организаций. И в каждом проекте вот эта содержательная смысловая позиция, она находит отражение. Следующее направление конкурса – это развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы. На что мы внимание обращаем? 3 направления, на которые будут обращать внимание федеральные эксперты. Мы должны в концепциях отразить обязательно создание системы дополнительного образования с учетом специфики своей территории, не школы, а именно республики. Показать, что мы можем реализовывать проекты сетевого взаимодействия с сельскохозяйственными предприятиями и создавать сельские культурно-образовательные центры на базе школы. Вы видите экспертов, которые отрабатывают это направление. Это Калницкая Татьяна Сергеевна и Торопова Наталья Геннадьевна. Наши коллеги уже изучили опыт других регионов по данным направлениям. Нам очень важно, конечно, чтобы эта заявка формировалась на основе тех достижений, которые есть у нас в республике, и мы очень надеемся, что в рамках этого направления действительно сельские школы, они представят те проекты, которые в дальнейшем могут служить основой для именно диссеминации их инновационного опыта на уровне уже Российской Федерации. Следующее направление – это инновации в школьном, естественно-научном и инженерно-математическом образовании. Внимание обращаем на содержательные ориентиры. Проекты должны быть направлены на создание естественно-научных образовательных центров. Внимание обращаем. Не на уровне организации, на уровне территории. Далее. В проекты могут входить программы сетевого взаимодействия с образовательными центрами «Кванториум», региональными центрами поддержки одаренных детей. И в нашей республике такой центр есть. Нам очень важно, чтобы на основе именно тех уже наработок, которые в данном центре выстроены как концептуальные позиции, мы с вами могли найти именно точки соприкосновения и представить это уже на уровне федеральной заявки. Еще одна позиция очень важная. Да, могут быть представлены проекты сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образования по программам инженерного и математического образования. Мы вновь обращаемся именно к сетевой форме взаимодействия, и нам очень важно, что на уровне деятельности республиканских инновационных площадок уже есть готовые проекты, как раз которые можно представить по данному направлению. Также нам очень важно, что именно в этом направлении могут быть проекты представлены, которые показывают опыт создания стажировочных площадок по развитию математического и, естественно, научного образования на базе школы. Вы видите наших экспертов. Это босс Анастасия Александровна, руководитель регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки, Новикова Ирина Дмитриевна, Альшанов Виталий Владимирович. Коллеги, мы очень надеемся, что с нашими экспертами вы выйдете на связь и контакты будут установлены, которые, конечно, будут определять содержательные позиции, которые заявляются именно в вашей заявке. Следующее направление – это внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся. Здесь внимание мы обращаем, что мы не только разрабатываем, но уже апробируем систему оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся. Мы используем систему мониторинговых исследований по формированию внутришкольной оценки. И очень важное направление – это апробация на уровне не только образовательной организации, но на уровне уже республики нормативных регламентов по внутришкольной системе оценки индивидуальных образовательных достижений.
Обращаемся, конечно, к тем опорно-методическим площадкам, которые уже наработали опыт в рамках своих проектов. И вы видите наших экспертов. Это Демина Эльвира Михайловна и Бизайна Анна Александровна. И последнее направление. У нас действительно в республике это направление является приоритетным. Напоминаю, что в течение последних уже 2 лет реализуется проект «Цифровая образовательная среда Республики Коми». И содержательные ориентиры данного проекта вы видите на слайде. Внимание обращаю, что, конечно, здесь нам поможет апробация тех электронных ресурсов, в которых вы уже участвовали. Это и электронная образовательная среда, которая вам была представлена на уровне портала «Открытое образование». Это отработка и федеральных электронных ресурсов. И здесь что мы видим? Что в основном направление проекта связано все-таки с процедурами именно создания, а не апробации. Итак, первое направление – это создание образовательных порталов, модулей по направлению модернизации содержания технологий образования для коллективного пользования. Здесь нам будет необходим, конечно, опыт создания республиканского портала «Открытое образование». Это создание электронного банка методических разработок преподавателей. Я вновь обращаю внимание, не только вашей образовательной организации, а здесь мы именно говорим о сетевом взаимодействии и возможно подключение, конечно, представителей республиканских метод, объединений по предметным направленностям. И очень важно, что в рамках этого направления, конечно, мы уже представляем, презентуем разработанный механизм внедрения электронного обучения на уровне образовательной организации, который может быть представлен уже как механизм внедрения электронного обучения на уровне и республики. Экспертная группа обозначена. Это Лешок Вячеслав Алексеевич и Ваулина Елена Юрисовна. Конечно, нам очень важно, чтобы наше взаимодействие оно было плановым, и мы предлагаем план, график мероприятий, который, мы надеемся, поможет нам управлять процессом взаимодействия. Итак, начиная с сегодняшнего дня, мы актуализируем информационный ресурс на сайте нашего института, на портале «Открытое образование в Республике Коми», где мы разместили все информационные ресурсы, которые сопровождают данный проект, а именно записи вебинаров, которые были представлены на официальном федеральном сайте. Далее, начиная с сегодняшнего дня, вы можете обращаться по тем контактам, которые обозначены, к персональным консультантам, которые закреплены за каждым направлением проекта. Также, начиная с понедельника, по вашим запросам мы можем выстраивать график проведения вебинаров, если в этом есть необходимость для каждой организации. И сегодня мы уже ожидаем от вас информацию, когда, во сколько, начиная с понедельника, мы должны подключиться вместе с вами на связь. Нам очень важно, что начиная с 8 февраля мы готовы уже проводить экспресс-экспертизу материалов, которые вы готовите. Потому что по решению нашего учредителя все заявки будут представлены в министерство к 16 февраля. У нас не так много времени, но, уважаемые коллеги, я знаю, что ваши рабочие группы уже содержательно наполняют конкурсные заявки, у вас, у многих уже есть опыт участия в грантах, конкурсах, и мы очень надеемся, что наша такая информационно-экспертная позиция лишь ускорит вопрос, связанный именно с экспертизой всех наших материалов. Мы очень надеемся на взаимодействие. Мы создаем все условия для того, чтобы наше взаимодействие имело обратную связь. Поэтому, уважаемые коллеги, мы ждем от вас
ответных предложений и при необходимости будем подключаться с вами каждый день для решения всех вопросов, которые у вас возникают. И я передаю слово Светлане Васильевне Смирновой, которая является у нас руководителем экспертной группы, которые будут с вами работать, для того, чтобы мы с вами еще несколько позиций определили по формированию заявок. Мы сейчас обратимся к тем материалам, которые были предоставлены нам федеральным оператором, а именно Российской академией образования, для того, чтобы при необходимости скорректировать, может быть, некоторые направления вашей деятельности по формированию заявок. Светлана Васильевна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Поскольку мы видим, что вы активно направляете ваши заявки, да, мы очень рады, что республика активно откликается на предложение нашего министерства, на федеральное предложение и видит в себе потенциал и возможности участвовать в федеральных грантовых конкурсах. И мы также видим, что вы, в общем-то, работаете в том числе в сети онлайн и смотрите вебинары, которые проводило наше региональное министерство образования, и в том числе те вебинары, которые идут на платформе Российской академии образования. Поэтому, в общем-то, я коротко только сообщу, что поскольку у вас назначены индивидуальные консультанты, которые в режиме оперативной связи будут готовы ответить на те вопросы, которые у вас возникают, по тем документам, которые вы оформляете, очень важно грамотно и точно оформить документы, потому что, направляя пакеты грантовых, особенно документов, в федеральный центр, мы должны очень четко подойти именно к оформлению, к этой стороне наших заявок. Да, содержание, безусловно, но также оформление должно быть в идеальном состоянии. Поэтому наши экспертные группы готовы помогать вам. Все материалы, значит, которые имеют отношение к оформлению заявок, находятся на сайте, в первую очередь, конкурс школ РФ, который Галина Владимировна вам презентовала, обратила внимание на ссылочку. Также на нашем сайте careero.ru на слайдере в верхней части страницы вы можете увидеть баннер с фирменным логотипом ФЦПРО. Перейдя по этому баннеру, вы попадете в том числе на мероприятие, значит, содействие развитию общего образования. Это как раз наше мероприятие, наш грантовый конкурс, в котором мы с вами собираемся участвовать. Там размещены все требования, презентации от Российской академии образования, наши презентации. Там мы будем размещать еще какие-то информационные материалы, которые будут необходимы для нашей с вами работы. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что большое спасибо, значит, федеральному центру, поскольку в этом году абсолютно в каждой номинации все шаблоны документов размещены в вордовском формате, что очень удобно для организаций по оформлению заявок. То есть все материалы доступны на сайте конкурс школы РФ в разделе «Конкурсы». Отдельной строчкой выделено каждое конкурсное направление. Переходя на эти ссылки, вы сразу попадаете на документы. То есть, скачивая их, мы заполняем документы и направляем нам. Дело в том, что наше участие, да, информационно-методическое, очень важно для образовательных организаций Республики Коми, поскольку мы знаем, какова интенсивность вашей работы, она очень высокая, да, поэтому может быть случайно что-то упущено. Чтобы не было досадных ошибок, мы предлагаем вам свою вот такую вот помощь. И настоятельно рекомендуем, значит, с нашими научными консультантами, с нашими экспертами обязательно отработать каждую заявку, чтобы мы достойно выставили ее на российский уровень. То есть, еще раз, на сайте careero.ru в слайдере, а также в баннере ФЦПРО, а также на портале «Открытое образование» в разделе «Актуальное» вы можете увидеть все актуальные документы, презентации,
в том числе и та, которая демонстрируется сейчас, уже тоже выложены. Вот. И, безусловно, вы видите все наши контакты, обращайтесь, пожалуйста, начиная с понедельника, мы ждем ваших активных обращений. Ну вот, пожалуй, все, поскольку вебинары очень уже так хорошо были показаны, да, то не будем тратить время, пойдем оформлять заявки. Да, спасибо, Светлана Васильевна. Уважаемые коллеги, мы действительно надеемся, что в настоящее время вы содержательно уже наполняете концепции проектов. Мы понимаем, что сама заявка состоит из множества необходимых документов, которые требуют досконального анализа. Коллеги, мы готовы работать с вами не только по концепции проекта, но и по формированию самой заявки. Мы на себя такие берем обязательства, поэтому при необходимости мы готовы не только отвечать на вопросы, но помогать вам формировать весь пакет документов, необходимый для направления уже нашему учредителю. Поэтому, уважаемые коллеги, мы сейчас будем ждать те вопросы, которые, может быть, возникли в ходе нашего вводного установочного семинара. Мы именно в рамках семинара определили наши возможности, наши обязательства как Коммерческо-Республиканского института развития и образования. Еще раз обозначили те смысловые позиции, которые должны быть отражены в концепции проекта, которая, конечно, является основной частью заявки, но обращаем внимание, что заявка состоит из документов, которые вы должны сформировать, утвердить и при необходимости уже в дальнейшем решать вопросы, связанные с оформлением, может быть, вопросы, связанные именно с каким-то сопровождением документов, которые необходимо подписывать будет уже на уровне нашего учредителя Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Поэтому, уважаемые коллеги, все наши контакты определены. Мы отработали уже с нашими внутренними экспертами, и они являются действительно теми специалистами, которые включены в этот процесс. Они не только были участниками всех вебинаров, которые проводила Российская академия образования, но являются и федеральными экспертами по данным направлениям. Поэтому мы очень надеемся, что вот наши позиции, которые мы сегодня заявили, именно по такой информационно-методической поддержке вами будут приняты, и мы с вами выстроим наше взаимодействие. Коллеги, есть ли какие-то вопросы, которые мы сейчас можем с вами решить в рамках установочного семинара? Если вопросы есть, мы просим их отметить в чате. Если кто-то хочет выйти в Skype, мы тоже готовы вас увидеть. И, может быть, несколько минут мы посвятим именно общению с конкретной образовательной организацией. Коллеги. Пишет большое спасибо. Мы видим, спасибо Ухте, спасибо, что вы подключились, нам очень важно это подключение. Мы, конечно, ждали вас на семинаре, который мы проводили с республиканскими инновационными площадками. Да, спасибо вам. Воркута у нас тоже на связи, почему-то не в чате по телефону, да, вопрос по составлению сметы. Ну, здесь наше министерство, да, тоже определенную позицию, значит, озвучило в ходе вебинара, который проводился на региональном уровне. Вот. И, в общем-то, позиция это такова, что вопросами сметы и особенно вопросами софинансирования будет заниматься регион. Поскольку от школ сейчас ожидается в первую очередь грамотно составленные заявки, в котором регион может увидеть потенциал, то просьба сконцентрироваться на этих моментах, да, софинансирование регионам будет предложено. Ну и тоже, насколько мы понимаем, да, вот относительно тех грантовых сумм, которые вы могли видеть, значит, на страничках объявления конкурса, эта сумма тоже имеет отношение к региону, а не каждой конкретной образовательной организации. Поэтому вот, исходя из этих данных, пожалуйста, можете также оценивать свои усилия. Да, поэтому финансовые позиции по вашему запросу мы будем согласовывать уже с нашим министерством и при необходимости давать какие-то комментарии.
Поэтому сейчас самая главная концепция проекта, формирование необходимых конкурсных документов. И начиная с понедельника, пожалуйста, обсуждаем конкретно финансовые вопросы, потому что у каждой организации есть особенности, которые требуют именно непосредственной консультации уже на основе той заявки, которую вы будете формировать. Поэтому готовы помогать, готовы проводить консультации, готовы общаться с нашим министерством. Мы такие консультации проводим ежедневно. Ну, больше нам вопросов не приходит. Поэтому, коллеги, у нас очень сокращенный период времени, когда мы можем отработать вместе. Да, начиная с понедельника мы ждем ваших заявок на сопровождение в форме семинаров, вебинаров, индивидуальных встреч, консультаций, как вам будет удобно. Вот. И это первое. Да. И второе, уже 16 числа мы должны направлять наши материалы учредителю. Поэтому времени крайне мало. Необходимо сконцентрироваться на взаимодействии. Коллеги, контакты у нас определены по каждому проекту. Вы можете направлять информацию представителям наших экспертных групп. Но мы ежедневно будем мониторить. Мы проводим внутренние рабочие совещания по анализу ваших вопросов и по оперативному взаимодействию с вами. Мы очень надеемся, что действительно опыт взаимодействия послужит и улучшению качества заявок, которые вы будете формировать. Уважаемые коллеги, мы желаем вам профессиональных успехов. Мы понимаем, что действительно времени не так мало, но ваши рабочие инициативные группы способны на все. И вот это все, это как раз то, что мы от вас ожидаем. Ожидаем от вас, конечно, концептуальных заявок, которые мы будем представлять на уровне федерации. Нам есть что представить. В нашей республике есть опыт создания сетей инновационных образовательных организаций, поэтому самое важное, внимание обратите еще раз на содержание сайта конкурса, который мы сегодня с вами обсуждали. Создаются инновационные сети образовательных организаций. Поэтому, уважаемые коллеги, республика будет представлена качественно. Мы очень на вас надеемся. Успехов вам! До встречи! Спасибо!